Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы на кухне, и я хочу приготовить еду в горшочках. Уже давно не готовили, и вот что-то очень захотелось мне вот прям в горшочках что-нибудь приготовить. Вот, ну и решила сегодня сделать из фарша. У меня здесь свиной фарш, где-то 200 грамм, 250 может. Картофель среднего размера 6 штук, лук и морковь. Сначала, конечно, будем резать лук, обжаривать. Ну и я, друзья, с вами поздороваюсь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем приветы, всем приветы. Я сегодня буду болтать, как вы не будете против. Маша режет лук, Маша готовит обед. Я даже сам не знаю, что она готовит, но, как уже сказала, что будет в горшочках такое, я не знаю даже, мясо, и мясо будет, и картошка, и овощи, и все такое. Но думаю, это будет очень вкусно, потому что, ну, не может быть в горшочках еда невкусной. Печка, конечно же, у нас уже убежала, но у нас готова, у нас под рукой всегда есть духовочка. Почему печка убежала? Да потому что немножко поздно встали. Вот. Сегодня на улице, друзья, я не снимал, и Маша тоже не снимала. Но на улице у нас пока пахнет зимой. Зимой лежит снег и все такое. Вон Маша приступает уже там, включила сразу духовку, включила плитку электрическую, чтобы сразу эти овощи пожарить. Лук там, например, пастеризовать. И морковь. Морковь сказала, что не будет. Все, кратенько будем снимать такие моментики. Вот лук режет очень-очень меленько. Так, ставим жарить лук. Обжариваем. Этот лук, наверное, тоже нарежу. Чем больше лука, наверное, тем вкуснее, чем сочнее будет картошка. Наверное, все согласны со мной. Обжариваем до золотистого цвета. Лук у нас уже почти готов. И это уберем. И переложим в горшочек. Ну, такой первый слой получается лук. Обжаренный лук. Вот положили на донышке там первый слой этого лука. И немножечко оставим, потому что этот лук пойдет еще сверху. Уже всего, после всего вот этого, идет вторым слоем этот лучок, как бы закрывать будет. Вот. Первый слой у нас лучок. Все. Дальше мы обжариваем фарш. Прямо на той же сковороде обжарим быстренько этот фарш. С приправами там всякие, что там положит, Маша сейчас скажет еще. Фарш у нас свиной. Посолим немножко. Поперчим. И еще положу приправу для мяса. Покажи приправу для мяса. Вот такая приправа для мяса. Поближе, пожалуйста, на камеру. Вот такая приправа. Именно для мяса. Не специально для свинины, не специально для курятины. Просто вот для мяса написано. Вот такая приправа. Очень дешевая. Где-то рублей, наверное, я не знаю, может 7-8 стоит. Пачка такая. Вот так будем обжаривать.
наше мясо. Пока у нас мясо, фарш обжаривается, крошим картошку. На мелкие кубики Маша он режет. Ну, так примерно. Вот такие кубики. И выкладываем в горшочки. Вторым слоем, друзья, пойдет картошка. Вторым слоем. Потому что после картошки будет мясо. И она приготовка будет давать сок, это мясо. И снизу постепенно будет этот сок спускаться вниз. И картошка будет сочненькая такая. Пропитываться вот этим мясным соком. Жирком там в свином фарше все равно жирок присутствует. Вот поэтому мясо, это фарш, будет сверху картошки. Вот такой. Я, наверное, все правильно излагаю, Мария Олеговна, или нет? Да, конечно. И сюда у нас потом пойдет фарш. Фарш уже тоже готовый, пока вот резали картошку, буквально там. Ну, он схватился, цвет поменял, схватился. Если все не влезет, у нас есть еще в запасе третий горшочек. Чего страшного. Так, прижимаем все. Чтобы больше влезло Больше мяса. мяса. Да. Больше мяса. Фарш, конечно же, можно использовать, друзья, любой. Например, куриный. Но у нас сейчас последние события, там на Зеленинской фабрике что-то, по-моему, нашли птичий грипп, что ли, я не знаю даже. Что, даже в газетах писали, и вот не стараемся брать куриное, а стараемся свинину кушать. Временно, это временно. Надеюсь, все там устаканится, потому что у Зеленинской фабрики очень хорошая продукция. Так, значит, сюда потом у нас пойдет морковка. Ну, две такие морковки средненькие, одна даже маленькая, вон смотрите, какая маленькая, а это такая побольше. Сейчас посмотрим. Средненькая морковь, да. Сколько понадобится? Ну вот такими дольками буду резать. Полукольцами, я бы сказал, да? Да. Полукольцами такими. Одну половину в одну посуду, другую половину в другую посуду. А эту морковку, Маша, я так буду кушать. Грызть своим протезом. Лук попался, друзья. До чего, я не знаю, какой-то агрессивный лук попался. Его уже давно, он на дне этого самого горшочка, а он все это самое слезит и слезит. Что меня, что Машу. Что, не все полезет, что ли? Нет. Горшочек А, у нас всё. маленький, но вот. Не рассчитали, да, у нас морковка не влезла. Конечно же, потом приготовка это все немножко усадится, конечно, но сейчас пока
Так. Мария солит тоже вот. Вот не можем дать насчет соли точных рекомендаций, потому что это все на глаз хозяйки. Она чувствует эту соль руками, щепоткой, пальчиком, так ведь? И как Ну, вот? как сколько я примерно? мясо уже посолила ведь. И ну вот 2 щепотки вот положила. Соль. Ну, думаю, где-то пол ложечки на горшочек получилось еще дополнение. Пол ложечки чайной ложечки половину получилось. Так, достала из холодильника, из морозильника фасоль стручковую, замороженную. Добавлю вот эту фасоль еще. Я думаю, даже и резать его не надо. Она очень мягкая станет там в горшочке. Маша, ты вот режет. Потому что у нас там места мало осталось, поэтому и режет. Добавляем фасоль сверху. И после уже покроем луком. Так, и лук пойдет у нас. Естественно, можете добавить сливочное масло. Это только будет плюс. Сливочное масло мы не добавляем, потому что по моей просьбе снова же Маша. И поперчить я мало попросил. Так. И нальем сюда водички. Каждый горшочек где-то примерно 100 грамм как минимум, а потом уже будем смотреть, как говорится. Маша, смотреть. 100, 150, там может быть даже понадобится. В зависимости от плотности, как там наполнили. До краев не будем, так что будет потом в духовке все выходить. Выкипать будет. Выкипать все будет, да. 100 грамм на каждый горшочек у нас. У нас горшочки, я не знаю какие. 250 граммовые. 250, наверное, да. Не, наверное, больше, наверное, 300, наверное. Меньше. Ну, не 500, конечно, но 300 грамм где-то, наверное, горшочка у нас. Все. Это закрываю и кладем, отправляем в духовку на час. А теперь остается ждать. Ну, час зрителям ждать, конечно, долго. Еще в это время не будем ничего снимать уже потом. Хочу сказать, что вот вчера приходили нам гости. Приходила теща Лидия Кузьминична и мама у Маши. Приходила, знаете кто? Марфуша. Марфуша наша приходила после охотничьего сезона. Они с Алексеем приехали из лесу. И вот вместе с Лидией Кузьминичной она заходила к нам даже домой пригласили. Я говорю, Маше, позови Марфушу, пускай у нас на кухне посидит. Такая хорошенькая стала. Вот небольшой минуточный буквально ролик. Вчера я заснял, как она выглядит. Мои постоянные зрители помнят Марфушу, конечно, как она у нас росла и как мы прошлую зиму отдали Машиной маме и Алексею, помощникам его, на охоте. Вот так. Посмотрите, какая она стала хорошенькой. Настоящая охотничья собака. А потом уже будем, как говорится, ждать нашего обеда или ужина там. Ну, время уже чуть-чуть припозднилось, но скажем, что обед все равно. В деревне, когда скажем, тогда и будет обед. Так ведь, когда слоймам, всякий швоям, да. Вот так. Когда соберемся, тогда и будем кушать, обедать там, хоть как назови. Это все равно вкусняшка будет. Деревенское жаркое в горшочках будет у нас сегодня. Вот, Мария Олеговна. Угу. Видите, кто к нам пришла.
Марпуша в гости зашла с Лидией Кузьминичной. Вместе пришли. Она гуляла на улице, и Маша пригласила домой, видите. Обнимашки обнимаются. Марпуша и Вот. Мария. Откуда? Очень такая смирная собачка. Смотрите, как себя ведет. А у нас Умка заходит, это целая катастрофа. Взрослая уже Марпуша в эту осень уже ходила по тайге на боровую дичь. На боровую дичь пока еще, говорит, не очень реагирует, но на вот зверя, там белку, уже, говорит, хорошо берет. Марпуша. Вот такой четырехглазик. Такая собачка красивенькая стала. 8 калачиком. Ну вот у нас тоже вот лаечки были, и все почему-то вот такие. У нас называют этих собак четырехглазыми. Видите, 2 точечки сверху. Это считается признак хорошей собаки. Вот так. Слушай, есть еще. Да. Вот такие гости у нас сегодня. Лидия Кузьминична шанги принесла. Картофельные, настоящие. Покажешь, Маша, да? Настоящие картофельные шанги. О. Русской печки испеченные. Вот. Марпуша-то училась, как ждет. Ничего, она уже наугощалась и калачами, и со всеми. Как Вот смирные в Спокойная собака, не агрессивная вообще, Да? не ворует, говорит, с путика. Все хорошо. А дальше уже дело времени научиться и дичь брать тоже. Так ведь, Маша? Да, Вот так. хорошая. Сидим на кухне втроем. Четвером уже получается. Вся молодость. Все, улеглась. Ушки навострила. Ушки навострила. Вышла в листы. На улице не просится. Спать хочет, глазки вон. Ну, потому что на кухне у нас тепло. Вот так. Вот такой небольшой фрагмент. Ну что, у нас вроде как время подошло. Будем вытаскивать Час прошел, друзья, да. горшочки. Но, а в дома такая, такая вкуснотища пахнет. Ну, немножко, конечно, без кипения не обошлось. Там цвет немножко, крышки изменили. Но, думаю, все вкусненько. Сейчас посмотрим, что там. Ну, что там. Пока там только то же самое, что и было, просто там все готовое. Ого. Хорошо, что не треснуло. Выпало с руки у Маши. Сейчас еще, друзья, добавим маслице. Сливочное масло, потому как сливочное масло, оно очень будет такой придавать нежный, очень-очень вкус такой будет. К себе не ставлю, потому что, ну, нельзя мне этого масла, друзья. И я так-то очень люблю это сливочное масло, но мне нельзя. Вот так. Будем есть прямо с горшочка. Сейчас немножко, чуть-чуть, пускай подостынет. Прямо вот сейчас там очень горячо. Подостынет, и сейчас чуть-чуть буквально, чтобы горяча, но не кипело, чтобы. Вот так. Будем снимать пробу потом. Мария Олеговна будет снимать. Тут у нас томаты в собственном соку. О, Машенька сейчас перемешает это все. Все приготовилось прям. Даже аромат-то уже идет. Маша вон улыбается. Аромат-то идет очень вкусный. Даже звук, когда вот Маша мешает, да, звук такой аппетитно, как бы чавкает этот горшочек. Он горячий еще все равно. Мы таки подождали. Вкусно, да? Маша сказала уже свое чувство-то. Ну, горячие, конечно. А вот томаты в собственном соку, они холодные, да, вот перемешку можно будет. Подходит, да? Вот этот собственный сок у томатов. И вот обед такой. Фарш. С фаршем очень вкусно. Конечно. Не может быть. Я же сказал, что не может быть еда в горшочках невкусная. Она просто не может быть. Силиконовый такой, как это называется?
Салфетка. Салфетка силиконовая очень удобная. Вот. И Маша приятно Мгм. обедает. Мой горшочек, друзья, вон ждет, дожидается. Очень легко, очень просто и очень вкусно, кстати. После съемок я тоже, друзья, буду обедать, конечно. А сейчас пока, конечно, меня немножечко Маша подует на ложечку и угостит. Я думаю, не откажет, да? Да. Откажешь? Ничего сложного в этом рецепте нету. Так что делайте, пробуйте. Сейчас буду угощаться с ложечки. Кто-то там написал, Маша, говорит, что сам-то барин такой сидишь, сам, говорит, ложку возьми да ешь. Но я, к сожалению, своими корявыми руками сейчас еле держу камеру, и уже потом, уже после этого, меня Машенька накормит сейчас. Вот. Тоже, чтобы сказать, чтобы подтвердить, что это вкусно, а не просто так на словах сказать. Очень горячо. Да? Ну, давай. Ну, друзья, это праздник вкуса какого-то. Вкусовые рецепторы, как в рекламе, кричат ура. Всё Действительно вкусно. очень вкусно, да. Все прям вот в идеале, в аккурат, как говорится, в аккурат. Такая вкуснота. Очень сочный. Он какой очень сочный. Сок там. Не жалейте, друзья, сливочного масла. Это будет только в плюс. О, вкусно ведь. Ну вот, обед у нас готов. Всем приятного аппетита. Ну да, люди будут смотреть уже во время ужина, а это и на ужин пойдет очень замечательно. Очень даже замечательно. Вот так. Напоминаю, мой горшочек ждет. Я после съемок сразу буду. Вот так. Обедать. Ой, слишком горячо. Вкусно. Да. Ну, в горшочке еда, она, наверное, так и сделана, чтобы она долго не остывала, потому что когда ты ложишь на тарелку, кладешь на тарелку, она быстро остывает. И из горшочка она вкуснее получается, потому что снизу всегда горячо. Сверху немножко подостыло, а снизу всегда горячо. И это придает еще такой, такую пикантность, вкусноту. Вот так. Ну что, будем заканчивать, друзья, этот ролик. Этот вкусный обед, этот вкусное видео, как говорится, от Маши. Я за кадром наболтался, ругайте меня, я вас все равно всех буду любить. Любил и буду любить. Вот так, мои дорогие, уважаемые, многоуважаемые зрители. Вот так. Всем добрых рассветов, встречайте рассветы, и всегда они, пускай будут у вас добрые, с доброй надеждой и вкусные. И вкусным завтраком. Или обедом, или ужином. Без разницы. Вот так. Всем пока, друзья. Всем пока. И заходите на нашу кухню. Вместе посидим, послушайте мою болтовню и посмотрите, как готовит моя Машенька. Машеньке 1000 нравишек от вас. От меня 1 000 000 поцелуев. Все. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Но чески очень вкусно, действительно.